И, по сути дела, Муллану Вахитов, ну, был таким вечным студентом. Вот с 1999 года он реальное училище, да, учился, был студентом 3 учебных заведений. К сожалению, вот 4-й курс он не успел закончить. В 1916 году он из психоневрологического института уходит. В советское время писали, что денег не было на обучение, но разные мнения здесь существуют. Султанбеков, например, известный историк, считает, что он уже занялся на тот момент профессиональной революционной деятельностью, и его эта профессиональная революционная волна увлекла. Хотя в 16 году заниматься революционной деятельностью было, конечно же, очень-очень опасно в фронтовых условиях, да, когда страна вела тяжелейшую войну. Учась в Петербурге, он уже занимается активной публицистической деятельностью, печатается в русскоязычной мусульманской газете. То есть он получает хорошее образование именно на русском языке. И, например, есть такие воспоминания, как в 17 году, когда проходило первое заседание вот мусульманского комитета, не социалистического, а просто мусульманский комитет создавался казанский. Мулланур Вахитов вышел и начал выступать на русском языке. И тут выступай на родном языке. Но он просто сказал свои слова о том, что нужно обратить внимание на простых рабочих, состояние простых рабочих, простых крестьян. И этот образ, он много куда попал, вот выступление на этом мусульманском заседании мусульманского комитета.